Летопись нашей республики, так говорят о газете «Сердало», и это заслуженно. Ровно 102 года назад вышел в свет первый выпуск печатного издания Ингушетии. Ее основателями считаются Заурбек Мальсагов и Тембот Беков, которые приложили немало усилий, чтобы сохранить издание. Тогда были читальные избы, куда они приезжали, где собирались люди, и учили их даже как читать. Это действительно была большая работа. Первые номера издавались на латинице, потом перешли на кириллицу. Сегодня «Сердало» имеет статус одной из старейших газет на Северном Кавказе. За эти годы издание выпустило в свет около 20 тысяч номеров. В свое время печатный дом стал настоящей школой для мастеров пера. «Сердало» — это фактически была база, на которой формировалась письменность, росли писатели, журналисты, какие-то общественные деятели, язык развивался, архив, музей, хроника, литературная база. Шли годы. Сегодня «Сердало» — это не просто издание на бумаге, а настоящий мультимедийный комплекс. Работают тут мастера своего дела. Их тексты знакомы многим, но не каждый читатель знает их автора в лицо. Но это не мешает любить и читать газету каждый день. Выходит печатное издание раз в неделю. «Сердало», то есть «Свет» в переводе с ингушского, информирует своих преданных читателей и на просторах интернета. И сайт у нас получился непростой. Почему я говорю непростой? Потому что мы его решили сопровождать ингушским языком. Вот мы переходим на ингушский язык, и у нас эти материалы дублируются. Они переходят чисто на ингушский язык. Ингушскую часть у нас посещает больше. И это для нас был результат. Но мы не ожидали. Но это то, чем гордится редакция сегодня, а уже здесь отдельно можно увидеть издание 60-х, 70-х и 90-х годов, старую машинку из Грозного, где лично набирали текст на газету. Прикоснуться к подобному и стать его частью для Мартины Гагиевой большая честь. Она одна из самых молодых журналистов в коллективе. С детства я мечтала работать именно в газете «Сердало». Для меня вдохновением было то, что многие наши ингушские писатели и поэты связали свою жизнь с этой газетой. Когда представилась такая возможность, написала и предложила свою должность. С тех пор журналист пишет на самую разнообразную тематику – политика, спорт, культура, образование, здравоохранение. В арсенале десятки рубрик. Задача редакции – охватить все. И она остается неизменной с момента основания – ориентироваться на будущее, не забывая прошлое. Таков девиз газетчиков. Мы сегодня стараемся собрать полный тираж самой газеты, то есть сделали сайт. Мы работаем над цифровизацией ингушского языка. В скором времени будем показывать какие-то инструменты для языка, которые будут интересны. В общем, впереди много нового, а потому не переставайте читать газеты. Оффлайн или онлайн выбирайте сами. Стараются они для вас. И это несмотря на то, что сегодня праздник. Времени на отдых нет. Новости не ждут. Хочу поздравить, если кто вообще работал в газете нашей, коллег и бывших коллег с такой датой, с днем рождения газеты. Пожелать всем огромных творческих успехов, личного счастья, здоровья. Долголетие, как и нашей газете. Да. Пусть работа всегда приносит удовольствие и будет интересной. Хава Гагиева, Магаз, 24.